В Гагаузии состоялся второй международный инвестиционный форум. На мероприятие съехались представители центральных органов власти Республики Молдова, национальные компании и бизнес-ассоциации, представители крупных иностранных предприятий из более чем 20 государств мира, включая страны СНГ, ЕС, Ближнего Востока, Российскую Федерацию и Турцию. Премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп обозначил, что правительство будет делать все возможное для привлечения в страну инвестиций. Voi depune tot efort și voi participa la fiecare eveniment legat de business. Am declarat de la bun început că Guvernul Republicii Moldova pe care îl conduc eu este un guvern pro-business. Și atunci când zic că este un guvern pro-business, asta înseamnă că este un guvern care vrea ca oamenii în Republica Moldova să trăiască în bunăstare. Bunăstarea înseamnă salarii, înseamnă pensii, înseamnă investiții publice, investiții sociale, ori toate aceste lucruri pot fi făcute dacă ai un buget consolidat, dacă ai suficienți bani în buget. Iată, noi suntem deschiși și vom face absolut tot posibilul ca să fim cât mai atractivi pentru investiții. Башкан Гагаузии Ирина Влах объяснила, что бизнес-интересы распределены на 3 площадках по торговле с Европейским Союзом, Турцией и странами СНГ. Сегодня основным базовым документом, с которого мы начали, это подписание соглашения о свободной торговле с Турецкой Республикой, которое было запущено 1 ноября. И мы сегодня на 3 площадках, это торговля с Европейским Союзом, торговля с Турецкой Республикой, торговля с странами СНГ, распределили весь наш бизнес, у кого где есть какой интерес. Вице-премьер Турции Йылдырым Тургул Тюркеш подчеркнул, что с момента провозглашения независимости в Республике Молдова появилось много турецких компаний, которые готовы сотрудничать и дальше. С момента независимости Республики Молдова до нынешнего дня в регионе есть много компаний, наших турецких компаний, которые работают и хотят работать. Поэтому мы приехали сюда, чтобы показать намерение и показать, что мы рады тому, что они хотят здесь работать. Республика Молдова и Турция, возможно, только сотрудничество и дружба, и нет места никакому политическому соперничеству. Еще одним почетным гостем из Республики Турция стал ректор-основатель Ближневосточного университета доктор Суат Гюнсел, который сообщил о том, что университет готов сотрудничать с КГУ и реализовывать научные проекты. Şu anda Komrat Üniversitesi'nde Rektör Bey'in davetlisi olarak burada bulunmaktayız. Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ortak projelere bundan böyle imza atacak bir başlangıcı yapıyoruz. Bugün de verilecek olan ortak proje dosyasını üniversiteye götürmek üzere buradayım. Böylelikle sadece eğitimde değil, ayrıca araştırmalarda da ortak projeler de başlamış bu. В инвестиционном форуме активное участие приняли и регионы Российской Федерации, что способствует налаживанию отношений в различных областях между Россией и Молдовой. В начале сентября мы запустили подготовку плана действий совместных, так называемый план о намерениях между двумя правительствами России и Молдовы, который завершается сегодня на экспертном уровне, и мы полагаем план действий, то есть дорожную карту по активизации торговой и экономической связи между нашими странами подписать 29 ноября в Москве. Сейчас в стадии окончания оформления это торговый дом Гагаузии, что позволит сегодня еще больше интенсифицировать наши отношения. Кроме всего прочего, была уже у нас партия из фруктов, которая пришла и находится сейчас на временном хранении. Более того, наш комитет по социальным вопросам сейчас собирается, разнообразить меню социальных учреждений нашего города. С Республикой Гагаузия обмениваемся еще и в части поддержки малого и среднего бизнеса. Начальник отдела маркетинга Гагаузии Людмила Гербалы рассказала о представленных продуктах, с которыми ознакомились участники форума. Сегодня в рамках второго инвестиционного форума «Инвест Гагаузия» мы представили часть наших таких активных товаропроизводителей, которые добились отличных результатов. Это вина в ассортименте. Сегодня мы представили продукцию предприятий, которые занимаются производством масла из семян, из косточек
почек винограда. Ну и, конечно же, продукция наших лидеров по экспорту. Это предприятие «Витафарм», которое занимается производством фармацевтической продукции, и «Мэри Голда», который занимается производством парфюмерно-косметической продукции. На форуме также присутствовал руководитель отдела продаж Виталий Узун, который рассказал о сотрудничестве с различными странами и регионами. Работаем с рынком по всей Молдове, то есть рынок молдавский, приднестровский рынок, плюс сейчас недавно открылся филиал европейский, и уже начинаем двигаться в сторону Европы, значит в Румынии конкретно филиал открывается в городах Яссы, и будем сотрудничать, уже расширяться. На форуме было подписано 2 соглашения. Протокол о намерениях между организованной промышленной зоной ГИБЗ и исполкомом Гагаузии. Он предусматривает техническую поддержку исполкома в составлении генерального плана развития промышленного парка Камрата. Также был подписан инвестиционный договор о предоставлении преференции компании «Азамет-Про» на основе закона об инвестициях. Предприятие планирует модернизировать производство по переработке отходов в винодельческой отрасли.